В рамках программы «Интервью» мы продолжаем обсуждать те темы, которые поднимались на прямой линии с главой Республики Башкортостан. Здравствуйте. Сегодня об образовании поговорим с Кирой Галямовой, заместитель министра образования и науки Республики Башкортостан. Кира Валерьевна, здравствуйте. Добрый день. Итак, мы сегодня говорим с вами о том, что прямая линия главы Республики Башкортостан состоялась неделю назад, однако вопросы, которые там поднимались, настолько актуальны и настолько сейчас они требуют внимания, что мы обсуждаем их уже не первый эфир. И, наверное, вот образование, в частности, один из вопросов, который поднимался во время общения Ради Хабирова, это строительство Затонской школы. Может быть, вопрос такой в рамках республики не такой масштабный, но для уфимцев достаточно волнующий. Вот что вы можете сказать? Действительно, это очень важный вопрос для жителей Уфы, потому что строительство этой школы очень ждут вот ее в эксплуатацию. Глава абсолютно верно отметил на прямой линии, что школа находится в финальной стадии готовности, порядка 96%. Там уже закончены ремонтные работы, уже даже частично завезено оборудование. Но именно те проблемы, которые сложились ввиду механизма строительства этой школы, а школа строится по концессии, да, не позволяют ее запустить в эксплуатацию прямо сейчас. Школа должна быть доведена до ума. Как Ради Фаридович сказал, в 2025 году она уже будет принимать ребят. Это вопрос, который ежедневно стоит на контроле у министра у нас, у профильного заместителя министра. Вот буквально сегодня состоится встреча по решению этого вопроса. Ради Фаридович на прямой линии говорил, что в школу подано тепло именно для того, чтобы не замерзла школа, не вымерзла и не было каких-то там проблем, да, которые потом еще бы наложились и еще бы отсрочили ввод. Поэтому и Министерство образования, и Уфа, администрация города Уфы все делают для того, чтобы максимально быстро эта школа была введена в эксплуатацию. И уже ребята смогли учиться в хорошей новой школе. Кира Валерьевна, вообще насколько часто иногда вот задерживается строительство, может быть, школ, учебных заведений, детских садов? С чем это связано? Ну, действительно, такие случаи есть. Я не могу сказать, насколько это часто или редко. Они есть, это жизнь, потому что очень часто, когда составляется заявка на конкурсную документацию, конечно, и муниципальный район хочет, чтобы именно их школа выиграла, и поэтому документацию готовят в очень экспресс-режиме, и иногда эта документация, конечно, оставляет желать лучшего, и уже в процессе капитального ремонта возникают какие-то новые обстоятельства, либо, если эта школа достаточно старая, да, открываются какие-то новые проблемы, связанные с коммуникациями, например, с подводом этих коммуникаций, если их не было до этого. И это, конечно же, отсрачивает ввод непосредственно объекта в эксплуатацию. Действительно, такие проблемы есть, но они решаются у нас в регионе, как мне кажется, весьма оперативно. Кира Валерьевна, еще обсуждался вопрос именно кадров, о том, что иногда не хватает учителей по разным предметам, в том числе по родным языкам, иногда и по таким, как математика, русский язык. Вот что делается в этом направлении? Действительно, кадровый голод у нас сегодня есть во всех отраслях, и школа, система образования, как лакмусовая бумажка всего общества, показывает, да, там, где у нас есть проблемы. У нас существует дефицит учителей, в первую очередь это учителя математики и физики, информатики, то есть технических дисциплин. Если говорить то, что делается для того, чтобы этого дефицита стало меньше, ну, всегда начинают с контрольных цифр приема, да, когда спрашивают, а сколько у нас обучаются в республике по данным направлениям и закрывает ли это кадровый дефицит. Стоит отметить, что учителей у нас выпускается достаточно, да, то есть ребята идут в педагогику, идут осознанно, но очень часто после выпуска они, к сожалению, не делают выбор в пользу школы. Как решается эта задача? Да? Ну, во-первых, у нас есть целый пул грантов для молодых учителей. Это гранты и на улучшение жилищных условий, и в целом за успехи, да, в педагогической деятельности. В этом году
вот буквально недавно Ради Фаридович подписал указ, которым закрепил начисление стипендий для студентов педагогических специальностей вузов и колледжей, тех, кто обучаются по направлениям педагогика. Теперь эти ребята будут получать дополнительную стипендию, если они целевики, а целевое направление на сегодняшний день – это гарантия того, что этот студент придет непосредственно в ту школу, от которой он целевое направление получил. У нас большой пул конкурсов для преподавателей. Если говорить о преподавателях родных языков, то в этом году у нас даже есть победа на федеральном уровне. То есть здесь мы стараемся вот это признание лучшим учителям дать и всячески их поддерживаем в этом. Поэтому здесь целый комплекс мероприятий проводится. Если мы говорим об учителях младших классов и воспитателях, то в республике работают целых 3 кластера федерального проекта «Профессионалитет», которые объединяют, прям по зонам разбита у нас республика, юг и север, для того, чтобы полный охват был. Все педагогические колледжи у нас в этой работе задействованы. И это как раз-таки возможность современными технологиями готовить учителей начальных классов и воспитателей. В этом направлении тоже работа ведется. Еще один вопрос, который обсуждался во время прямой линии главы Республики Башкортостан, это увеличение студентов, количество студентов, которые приезжают учиться именно в местные вузы, в местные колледжи. Соответственно, и как-то вот приостановить удается отток молодежи. Вот в этом плане очень примечателен пример Вадима Харисова, да, нашего победителя международной олимпиады по химии, который предпочел остаться в Уфе, хотя у него была возможность уехать там, в любой ведущий вуз России. Вот что бы вы сказали на эту тему, именно как удается нам остановить, как удается поднять престиж наших учебных заведений? Мы давно озадачены, да, вопросом того, чтобы ребята не уезжали из республики. И первое, что мы делаем, это информирование о возможностях системы образования именно у нас в регионе. Потому что очень часто ребятам кажется, что вот ту профессию или ту специальность, которую они себе выбрали, то, что является ориентиром, мечтой, что ее можно получить только в вузах, например, Москвы, Санкт-Петербурга или Казани. На самом деле у нас в регионе обучают практически по всем профессиям и специальностям, и можно найти учебное заведение себе по душе и развиваться в том направлении, которое ребенок выбрал. Это целый пул профориентационных мероприятий, это единые дни открытых дверей, когда обучающиеся и родители могут прийти, например, в колледжи и посмотреть, что есть, какое оборудование, какие педагоги, какие сегодня технологии используются, с какими индустриальными партнерами работает учебное заведение. Если мы говорим про вузы, то вот у ГНТУ, как раз куда поступил Вадим, да, есть замечательный проект по профориентационным субботам, когда каждую субботу, вот уже месяц, как у них идут активно всякие профориентационные мероприятия для абитуриентов, они абсолютно разного формата, ты можешь подобрать то, что действительно интересно тебе, это квизы, это опыты, это викторины, пожалуйста, да, на сайте все это есть. Кроме того, нам кажется очень значимым и символичным то, что в Уфе появился кампус. И кампус — это, конечно, такой фронт-офис, как мы говорим, да, наших учебных заведений, нашей системы образования, когда, попадая в кампус, ребята в один день могут познакомиться сразу с 3 сильнейшими вузами, посмотреть, какие есть направления для развития, чем сегодня дышит наука, кто такой ученый, чем они занимаются, в каких условиях они работают. И у нас уже есть случаи, когда ребята, приходя в кампус, говорят, что ну вот здесь я учиться хочу. И в целом контрольные цифры приема, которые в этом году у нас реализуются, показывают, что эта работа приносит свои плоды. Конечно, у нас есть национальная цель, это увеличение в 2 раза количества иностранных студентов, которые вообще в Российской Федерации есть, но и мы как регион тоже не должны отставать.
На сегодняшний момент у нас иностранных студентов около 10 700, но информация будет обновляться, потому что у них немножко другие сроки приема, и вот у них прием буквально только-только на днях закончился, мы еще совсем свежую статистику не видели. Но в любом случае мы прогнозируем, что это будет также в районе 10-12 тысяч студентов иностранных. И для них, кроме вообще привлекательности нашей системы образования, очень важным является вопрос, опять-таки, проживания. И вторая очередь кампуса, главное здание, где будут 7 башен, которые представляют у себя именно студенческие общежития. Мы надеемся, что и иностранные студенты, и ребята из районов республики, которые будут приезжать для учебы в Уфе, будут там жить. 3300 практически мест, современных, комфортабельных, оборудованных по последнему слову техники. Мы надеемся, что после запуска главного здания во многом вопрос с проживанием иностранных и иногородних студентов в Уфе решится. И последний вопрос. Кира Валерьевна, говорили о бюджетных местах во время прямой линии главы Республики Башкортостан. Раис Фаритович отметил, что сейчас количество бюджетных мест практически пропорционально именно количеству выпускников 11 классов. Да, это действительно так. Все последние годы у нас есть прирост КЦП, он небольшой, не кратный, да, но понемножку мы дошли фактически до того, что цифра выпускников 11 классов, число выпускников 11 классов и число бюджетных мест у нас вакантных сравнялось. Это делается опять-таки для того, чтобы у ребят была возможность учиться в родных стенах, потому что родные стены, как мы знаем, помогают. И также для того, чтобы ребята из других регионов России могли приезжать, знакомиться с инфраструктурой замечательной, которая есть сегодня в наших вузах, оставаться, работать здесь, в Республике Башкортостан, потому что и наша система высшего образования, и наша республика все возможности для развития молодого человека сегодня предлагает. Кира Валерьевна, спасибо огромное, что пришли сегодня к нам в студию, поделились именно теми возможностями, которые есть у молодых людей, которые сегодня и заканчивают школу, и выбирают, какой же вуз или СУС лучше поступить. Спасибо. Спасибо. Это была программа «Интервью». На наши вопросы отвечала Кира Галямова. Это заместитель министра образования и науки Республики Башкортостан. Спасибо, что были с нами.